В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амши-Кушара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. С целью налаживания двусторонних связей начался официальный визит президента Абхазии Рауля Хаджимба в Сирию. Глава МВД Гари Аршба о проделанной за 8 месяцев работе и о намеченном. Актуальный репортаж программы. Ваши высказывания недопустимы. В Общественной палате обсудили обращение группы граждан о невозможности участия казаков в Параде Победы. Сегодня, 4 сентября, президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба прибыл с официальным визитом в Сирийскую Арабскую Республику. В состав делегации Абхазии, возглавляемой президентом, входят премьер-министр Геннадий Гогулия, руководитель администрации президента Беслан Барцец, секретарь Совета безопасности Мухаммед Килба, министр иностранных дел Даур Кове, министр обороны Мираб Кишмария, министр экономики Адгур Ардзенба. Сегодня же президент Рауль Хаджимба встретился с президентом Сирии Башаром Асадом. По итогам переговоров подписан договор о дружбе и сотрудничестве между Республикой Абхазия и Сирийской Арабской Республикой. Наш корреспондент Наала Кова передает из Сирии. Главу государства в аэропорту встретил министр иностранных дел Сирийской Арабской Республики Валид Аль-Муаллем. Затем в президентском дворце прошла официальная встреча Рауля Хаджимба с президентом Сирийской Арабской Республики Башаром Асадом. В ходе переговоров президент Республики Абхазия и президент Сирийской Арабской Республики обсудили перспективы двустороннего сотрудничества, а также вопросы развития абхазо-сирийских отношений. Глава Сирии Башар Асад поздравил Рауля Хаджимба с десятилетием международного признания независимости Абхазии. Он выразил уверенность в том, что данный визит абхазской делегации создаст крепкий фундамент для старта дружеских и партнерских отношений между двумя государствами и даст существенный толчок в экономическом, культурном и других аспектах взаимоотношений Абхазии и Сирии. Соглашения, которые мы подпишем, станут важным шагом в наших отношениях, подчеркнул Башар Асад. Рауль Хаджимба поблагодарил президента Сирии за приглашение и отметил, что решение о признании Абхазии было смелым шагом со стороны Сирии и мужественным шагом руководства республики. Рауль Хаджимба выразил уверенность в том, что договор о дружбе, сотрудничестве и другие не менее важные документы, которые будут подписаны в ходе визита, позволят обеим странам развивать взаимовыгодные отношения. Затем состоялась церемония подписания договора о дружбе и сотрудничестве между Республикой Абхазия и Сирийской Арабской Республикой. Рауль Хаджимба наградил президента Сирии орденом Махизабша первой степени. Башар Асад, в свою очередь, вручил Раулю Хаджимба наивысшую государственную награду – орден Амиядов, после чего главы государств обменялись памятными подарками. Наш корреспондент Наала Кова находится в Сирии. Мы планируем получать видеоматериалы обо всех встречах в ходе официального визита президента Рауля Хаджимба в Сирию. Курортный сезон 2018 близится к завершению. Говорить о том, насколько он был успешным, пока рано, но подвести некий итог работы МВД в плане организации безопасности граждан Абхазии и отдыхавших в нашей стране туристов можно. Министр внутренних дел Гари Аршба в интервью нашей программе рассказал о работе ведомства за 8 месяцев текущего года. Хотя раскрываемость преступлений на данный момент составляет более 70%, работу ведомства по некоторым направлениям министр считает неудовлетворительной.
За 8 месяцев текущего года совершено 529 преступлений общеуголовной направленности, из которых раскрыто более 73%. Министерство внутренних дел все это время работало слаженно и планомерно. Так оценил работу ведомства министр Гари Аршба. В то же время, как подчеркнул министр, идет работа над раскрытием 2 громких преступлений по похищению Геннадия Саная и Максима Яковлева. Совершено в этот период времени 2 похищения на территории Республики Абхазия, которое вызвало общественный резонанс не только на территории Республики Абхазия, но и за ее пределами. На сегодняшний день сотрудники Управления уголовного розыска совместно с другими подразделениями, это совместно с Генеральной прокуратурой Республики, занимаются раскрытием данных преступлений. Проделана определенная работа, но пока конечных результатов не достигнуто. Главной задачей ведомства, помимо раскрываемости, остается профилактика общественного порядка и безопасности, считает министр внутренних дел Гари Аршба. Профилактика правонарушений в области незаконного оборота и потребления наркотических средств особенно актуальна среди молодежи, так как именно молодые люди подвержены влиянию негативной среды. В течение всего года ведомством проведена большая работа по профилактике и недопущению правонарушений среди подростков. К работе были привлечены психологи, представители общественности, педагоги и родительские комитеты. Проведено анкетирование по группам. Несмотря на все это, наркомания в Абхазии остается серьезной проблемой, и работу ведомства в этом направлении министр считает неудовлетворительной. Мы сегодня должны сделать все возможное и невозможное для того, чтобы Абхазия была страной без наркотиков. Делается очень много работы в этом направлении. Проводятся в школах мероприятия, проводятся с общественностью мероприятия, проводятся мероприятия в районах, в городах, везде. Но я считаю, что этого недостаточно. В республике все еще велик процент дорожно-транспортных происшествий. На дорогах Абхазии продолжают гибнуть люди. В этом вопросе не помогут большие штрафы и бесконечные предупреждения сотрудников ГАИ. За полугодие выявлено более 40 тысяч нарушений ПДД. Только если сами граждане будут проявлять сознательность и следовать правилам дорожного движения, количество ДТП станет меньше, убежден Гари Аршба. После совершения таких дорожно-транспортных происшествий общественность всегда винит сотрудников ГАИ. Где находился сотрудник ГАИ, почему он не предусмотрел, почему он не выявил, почему он не остановил водителя в нетрезвом состоянии. Понимаете, зачастую бывает так, что он выехал с переулка, разогнался, въехал в столб и разбился. А сотрудник милиции постоянно контролировать трассу, по которым ездят наши сограждане, фактически невозможно. Поэтому самосознание нашего народа каким-то образом должно проснуться или же осознать, что делать такие моменты, садиться за руль в нетрезвом состоянии, это категорически запрещено. Гари Аршба не скрывает проблем, существующих у ведомства. В первую очередь слабая материально-техническая база, низкая заработная плата и, как следствие, нехватка кадров. В связи с этим в ведомстве начат процесс создания кадрового резерва МВД. В рядах министерства много опытных сотрудников, профессионалов с 30-40-летним стажем, ветеранов службы, готовых работать с молодыми специалистами, научить, подсказать. Ни один квалифицированный сотрудник не должен остаться вне системы, говорит министр. Одной из главных проблем, с которой столкнулся Гари Аршба, вступив в должность, это правовое и структурное обеспечение деятельности МВД. Многое необходимо изменить, многое переправить, многое восстановить, многое исправить и поставить на те нужные рельсы, по которым должна сегодня работать Министерство внутренних дел. Почему? Потому что работу МВД нужно видеть. Она должна быть прозрачной. Если мы не будем показывать прозрачность в этой системе, это будет означать, что работа абсолютно никакая не ведется. Но, понимаете, имея тот опыт, тот багаж, который я имел на территории Российской Федерации, я хочу также ее направить в то же русло и поставить те же рельсы
для того, чтобы система Министерства внутренних дел республики работала в этом же направлении. Это начиная с охраны общественного порядка, это борьба с наркоманией, это первостепенная задача, борьба с организованной преступностью, со всеми ее проявлениями, и уже последующие остальные моменты, которые непосредственно должна заниматься Министерство внутренних дел республики. Сегодня для всех подразделений министерства обновляются правоопределяющие документы, нормативные и правовые акты, утверждены должностные инструкции и функциональные обязанности. Разработаны и проходят внутреннее согласование проекты законов о милиции и о службе в органах внутренних дел Республики Абхазия. Гари Аршба коснулся и вопроса паспортизации населения. Срок действия паспортов старого образца истекает в конце года. Паспортным управлением республики принято более 95 тысяч заявлений на обмен общегражданских паспортов. Всего надо обменять около 140 тысяч паспортов. Чтобы успеть завершить процесс обмена до конца года, на эту работу направлены все силы паспортного управления и группы технического обеспечения. Процесс этот в летний курортный сезон, хочу отметить, что шел очень медленно. На сегодняшний день выстраиваются большие очереди в горорганах на обмен паспортов. Я думаю, что к концу года мы с вами встретимся и обсудим все эти моменты, как прошел процесс паспортизации, кто обменял, кто не обменял, кто остался без паспорта, а кто получил новые общегражданские паспорта Республики Абхазия. Как известно, в Абхазии создан совместный абхазо-российский информационно-координационный центр. Из 20 единиц, предусмотренных предельной штатной численностью, 8 специалистов прикомандированы от МВД Абхазии и 3 от МВД России. На это подразделение возлагаются большие надежды, особенно в части противодействия организованной преступности, подчеркнул Гари Аршба. Уже ведется совместная работа по поиску преступников, находящихся в розыске, сообщил министр. Недавно в социальных сетях появилось открытое обращение инициативной группы к руководству Абхазии. Участники группы считают невозможным участие казачьих организаций в национальных праздниках Республики Абхазия, в частности в Параде Победы 30 сентября. Данную инициативу, вызвавшую большой общественный резонанс, обсудили сегодня в Общественной палате республики. Алика Трапш с подробностями обсуждения. Открывая заседание, заместитель Общественной палаты Даниил Убиря проинформировал коллег о содержании открытого обращения инициативной группы к руководству Абхазии. В обращении, в частности, отмечается, что, так как ни одна казачья организация не признала геноцид абхазо-адыгских народов, они не должны участвовать в национальных праздниках нашей страны, кроме казаков-ветеранов Отечественной войны народа Абхазии. Данное обращение вызвало широкий общественный резонанс. Члены Общественной палаты республики считают недопустимым подобные высказывания, так как во время войны наряду с добровольцами из Северного Кавказа одними из первых на помощь к абхазскому народу пришли казаки Юга России. Я чувствую свою вину, что такое вообще обращение появилось. Мы потеряли связь с нашим молодым поколением. Понимаете, мы не смогли до них довести, на грани чего мы стояли. Мы как-то после этой победы, этой эйфории, мы немножко... Понимаете, как мы имеем какие-то ошибки, это результат наших ошибок, то, что произошло. У нас такой массовый героизм был в Абхазии, если каждую историю рассказывать, многие наши ребята и не знают, какими людьми мы имеем дело сегодня, какие заслуги, на что мы шли. Это была непростая война у нас. Понимаете, я хочу, чтобы ребята это прочувствовали, понимали. Это не было просто покорить Абхазию и там установить свой протекторат. Задача стояла уничтожение абхазской нации. Санкции всех великих держав. Даже я помню тот случай, молодые ребята, они тогда, может, маленькие были еще, когда такой был председатель Народного фронта Грузии, господин Натадзе, приехал в Гулерипши, собрал грузин и говорит, Камарджоба от Абхазии был. Он им хотел внушить местным населением, Абхазия это они. А мы абсуйцы вообще пришли неизвестно откуда. Понимаете, война шла не на учение, война шла на то, что нас хотели лишить Родины. По мнению одного из авторов обращения Дмитрия Габерия, высказывания, нашедшие свое отражение в документе, не беспочвенны. Казачье войско Кубани проводит собрание в актовом зале Кабинета министров
и выступает казачий генерал Дануда, да, и вице-губернатор, да, и говорит о том, что если они настоящие казаки, то должны врываться в кабинеты, ломать двери и решать у чиновников свои задачи, свои вопросы. Меня это лично, как гражданина страны, не устраивает. И, по всей видимости, не устраивает вот около 200 человек, подписантов этого обращения. Дмитрий Габелия также отметил, что ранее обращения против участия казачьих организаций в государственных праздниках республики неоднократно делали представители различных партий. В ответ начальник экспертного управления администрации президента Абхазии Аслан Барцыц подчеркнул, что те обращения были только против казачьей «Черной сотни». Они сегодня актуальны. Подписываюсь и сегодня под каждым тогдашним заявлением. И подчеркиваю, что «Черная сотня» не может быть никак представлена в Абхазии. Ни в какой форме. Ни сегодня, ни завтра. По решению Министерства обороны Республики Абхазия казаки Кубанского казачьего войска примут участие в параде, посвященном 25-летию победы и независимости Абхазии. Алика Трапш, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение. Государственный комитет Абхазии по молодежной политике продолжает встречи в районах страны с представителями молодежных организаций. Состоялась такая встреча и в Гагре. Об этом материал, предоставленный нашими коллегами из Гагра ТВ. Госкомитет Республики Абхазия по молодежной политике регулярно проводит выездные совещания в районах Абхазии. В рамках этого совещания с представителями отдела по делам молодежи администрации Гагарского района был проведен круглый стол. В работе круглого стола приняли участие заместитель главы администрации Гагарского района Геннадий Цвижба, председатель Госкомитета Республики Абхазия по молодежной политике Тимураз Гвиквискири, депутат собрания Гагарского района Риваз Беня, представители отделов по делам молодежи со всех районов Абхазии. На повестке дня стояли 3 вопроса: проблема наркомании, проблема занятости молодежи и отсутствие альтернатив для досуга молодежи, проблема изучения и развития государственного языка. В своем приветственном слове замглавы администрации Гагарского района Геннадий Цвижба отметил, что проведение подобного рода собраний имеют большое значение, так как они дают возможность молодежным организациям республики перенять что-то новое у своих коллег, делиться опытом. Что касается обсуждаемых вопросов по повестке дня, то Геннадий Цвижба подчеркнул, что все эти проблемы возможно миновать, если дети получают должное воспитание в семье. К сожалению, у нас пока нет такого центра молодежного, где бы мы могли бы собираться с нашей молодежью города, района. Это проблемный вопрос. Мы обсуждаем, ищем пути решения и, надеюсь, с вашей помощью центральных органов, где все-таки эту проблему начнем мы решать. Такое желание у нашей молодежи есть. Есть какие-то наметки, проекты. Если мы проявим характер, а характер он достаточно проявляется у нашей молодежи, значит мы будем иметь определенный хороший позитивный результат. Обсуждая обозначенные пункты по повестке дня, председатель Госкомитета Республики Абхазия по молодежной политике Тимураз Гвиквискири заметил, что эти вопросы одни из самых актуальных в стране. На его взгляд, для их решения мало воспитания, получаемого в семье. Также необходима поддержка со стороны государства, ведь вопросами занятости молодежи должно быть заинтересовано именно государство. А что касается проблемы наркомании, то любое ее проявление должно пресекаться сотрудниками правоохранительных органов. Мы создали эту площадку, как здесь было правильно замечено, для, прежде всего, взаимодействия комитетов, которые, по сути, никак между собой не взаимодействуют. И даже Госкомитет может только просто советовать, так скажем, да, координировать работу комитетов отдельных районов и городов. А эта площадка для того, чтобы мы напрямую могли делиться планами, мероприятиями, делиться тем, какие есть проблемы, и общими какими-то ресурсами решать эти проблемы. Что хочу сказать, что на данный момент сделано, и вы как раз об этом еще тоже не знаете, все те проекты, которые были предоставлены вами, мы включили в бюджет, и уже Министерство финансов рассматривает этот бюджет. И в любом случае мы будем отстаивать. Я думаю, что у нас все получится. Депутат собрания Риваз Беня непосредственно курирует вопросы занятости молодежи Гагарского района и потому знает о существующих проблемах не понаслышке. В Гаграх был, значит, комитет по делам молодежи и спорту.
Но, к сожалению, должен констатировать, что это было совершенно неэффективно, когда эти два направления были в одном комитете. И, значит, мы пошли по пути, когда Рауль Джумкович сделал указ о разделении Госкомитета по делам молодежи и спорта на комитет по спорту и комитет по делам молодежи, Госкомитет. Мы сделали правильно, и это более эффективно, так как молодежная политика на самом деле очень важная вещь. Вы же помните, вряд ли помните, но слышали, какие, да, вот раньше, как у нас было, значит, в Союзе, допустим, там, октябрята, пионеры, это все мы заменили одним словом молодежной политикой. И то, что вы сегодня делаете, это на самом деле очень важно для всей страны, для всей республики, практически во всех направлениях. Заведующий отделом по делам молодежи администрации Гагарского района Лан Макоев выдвинул проекты, подготовленные в подведомственном им отделе по решению вышеназванных проблем. Так был предложен проект по установке детских игровых и спортивных площадок в районе. В целях пропаганды здорового образа жизни отдел по делам молодежи района предложил отреставрировать и провести косметический ремонт здания старого кинотеатра с целью создания на его базе молодежного центра. Что касается третьего пункта повестки дня, в рамках языковой политики было предложено открыть курсы по изучению абхазского языка не только для работников госслужб, а всех желающих. Этот молодежный центр будет действительно помогать молодежи найти себя в совершенно различных направлениях. Мы будем искать сферы интересов молодежи и работать далее в этом направлении. Необходимо отметить, что в Гагарском районе помимо отдела по делам молодежи существует молодежная организация «Абстазара». Сегодня они в тесном сотрудничестве принимают активное участие в решении вопросов, касаемых молодежной политики. У сотовой компании Амобайл новая услуга. Теперь с услугой APRA-Pay пополнять счет телефона можно, не выходя из дома. Система была разработана сотрудниками самой компании и уже пользуется популярностью среди населения. О том, насколько новая услуга удобна и как ею пользоваться, расскажет Сария Смар. Компания Mobile всегда старается создавать своим абонентам комфортные условия связи. Она своевременно реагирует на нововведения и наиболее удобные и полезные из них внедряет в свою работу. Одной из долгожданных и необходимых внедрений стала услуга APRA-Pay. Теперь благодаря ей абоненты Mobile могут пополнять мобильный счет себе и своим близким с дебетовой карты APRA в любое удобное время, не отрываясь от других важных дел. Для того, чтобы услуга APRA-Pay стала доступна, держателю карты APRA необходимо подключить услугу СМС-уведомления. Это делается в отделении банка или в ближайшем банкомате достаточно просто. После этого абонент на сайте Amobile либо в официальном нашем мобильном приложении выбирает в качестве способа оплаты карту APRA, вводит необходимые данные, к примеру, там номер банковской карты, номер пополняемого баланса, необходимую сумму для зачисления на баланс. И после этого система в течение нескольких минут обрабатывает всю эту информацию, и абоненту приходит СМС о пополнении баланса. Мы эту услугу создали силами собственных специалистов. Инфраструктура под эту услугу была создана Национальным банком, платежная система APRA, и мы как оператор понимали, что нашим абонентам было бы удобно с помощью этой банковской карточки оплачивать услуги связи. Для Абхазии подобная услуга новая, однако абоненты Amobile уже активно ею пользуются и отмечают удобство данной функции, так как не всегда есть возможность и время дойти до терминала для пополнения баланса, а оставаться без связи современному человеку совсем не хочется. Пользуюсь, это очень удобно, и не приходится думать, где пополнить счет. То есть, если где бы ты ни находился, ночью, днем, очень удобно, я рада этой функции. Очень-очень спасает прямо. Я только за такие прогрессивные способы оплаты и других услуг тоже. Предоставление более качественных, новых каких-то услуг. Вы уже пользовались? Нет, пока не опробовала, но обязательно попробовать. Дома сидишь, спокойно пополняешь с карточки. Очень удобно. Для пополнения баланса с помощью APRA-Pay абонентам доступны разные способы. USSD-команда, мобильное приложение Amobile, сайт компании через СМС на короткий номер 7707. Таким образом, каждый может подобрать удобный ему способ пополнения баланса. Преимуществом USSD-команды является то, что с ее помощью пополнить мобильный счет можно и при отрицательном балансе. Сария Смыр, Роберт Ломия, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. И о погоде.
По сообщению Гидрометцентра, завтра ночью в Абхазии ожидается небольшая облачность, днем преимущественно ясная погода. Температура воздуха ночью плюс 17-22, днем плюс 27-32 градуса. Температура морской воды плюс 27 градусов. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.